Аллаха, короче, на джихад в Украину. У них были большие планы. У нас есть Ломаев. Некоторые страны запрещают вот это добровольно. Да, это тюрьма от 10 до По-моему, 15 лет. некоторые разрешают, по-моему, Швеция, там, Норвегия разрешают. Вот Австрия точно не разрешает. Германия не разрешает, Польша не разрешает. Да, не разрешает. У нас Но тоже вот у нас есть да. видео, где Ломаев говорит прямо на интервью нашей сестре Курочкиной и ее мужу Лысому, безбородому, нашему брату. Если, короче, там откроется фронт, я все бросаю, еду туда. И таких, как я, окажется 20-30 тысяч. То есть вы просто вдумайтесь. Они хотели положить на Украине 20-30 тысяч голов. Это были планы, это была установка Лубянки, чтобы вот с Украины туда столько-то людей. Это, представляете, наша подрастающая молодежь скосить еще раз одно поколение, можно сказать. Вот такие планы были у Кремля, у Закаева, у всех, кто вот этот гребаный шариат строит. У Ломаева, у Сулейманова, у Тумсула. У них была задача как можно больше чеченцев загнать на территорию Украины. Но Вот мне и кажется, всё. именно насчет Трейдса, к чему он этому связан, потому что сидел там, говорил за спецслужбы, то, что так. Потому что, исходя из всего, то, что у них там по написыванию... Алло, Петерсон. Так вот, Петерсон, соборди. это... Это есть у тебя слишком много шумов там, потом как на спокойно зайдешь, без проблем. Очень громко у тебя там, извините. Все. Вокзале. Да, так связаны, потому что если смотреть... Это Тумсо пытался в обход украинского закона купить. У нас есть запись, которым, короче, он прямо говорит, эта запись выкладывал. Тоже зашли. Цыгане. Да. Тот, короче, на другом конце, знаете, что Тумсо говорит? Тумсо, а можно я тебя как цыгана запишу? Извини, короче, ты на цыгана похож. Он сам смеется. Это тоже смеется, прикинь. Он хотел сделать в обход украинского вообще. Представьте, левый паспорт, заехать в Украину и оттуда зазывать. А туда это тоже Белокиев. Вот этот, ни грузин, ни чеченец, ни ингуш, вообще кто, черт знает кто, этот Белокиев Ислам тоже ездил там, короче, пытался оттуда, короче. Сегодня отправил муджахида, все, помните его вот эти, который замазанным лицом с муджахидом стоял, сегодня отправил муджахида в Украину, сами не идут, отправляют. Алло, опущенные, а ну-ка давайте вставайте с дивана. Давайте. Все дружно пошли на какой угодно джихад. Ну, нашу молодежь, нашу подрастающую поколение оставьте. Тот, кто вы зазываете, давайте в окопы. Плюс 30 осуждаю. Или давайте, не знаю, там, Палестину. Или давайте помогайте вашим братьям шиитам. Ну, тут один момент, просто они вашу мать правоверно называют проституткой Айшу. Да, короче, все же, осуждаем. Ну, никто не пытается их осудить шиитов за то, что они такие, короче. Они прямо видели. Хотя бы на стороне Трампа воевать и совершать джихад против рафидитов, шиитов. Ну, тут, знаешь, тут каша полная, русско-бедуинская каша. Вот все превратилось, в которой ложка будет стоять, хоть железная, хоть бетонная, хоть деревянная. Все превратилось в русско-бедуинскую кашу. Русский международный исламский терроризм во всей своей красе вылез наружу. Полностью голым. Полностью все видно. Как говорил вот это, как у него было? У короля задница видна, король голый. Тут вся идеология полностью оголела, да, вся идеология голая. Мухаммед тоже голый. Аллах под шконку залез голый, по которого Путин тоже опущенным сделал. Все оголилось.
Теперь, если вы, теперь те, кто вот это все слушают, сами проверив, что это идеология с человеком, вам же днем и ночью уже 4-й год объясняют, что эта идеология делает с человеком. Да-да-да, из человека эта идеология делает опущенным, рабом, послушным рабом, который, послушав вот этих лубянских муллов, готовы встать с дивана и поехать, короче, там, бабахи делает, Аллах бабахи. Вы более 10 человек чеченской молодежи, короче, в Сирии, короче, через вот этот комбайн пропустили, исламский. Да-да-да, из дома ехали, с Европы ехали, со всех стран чеченцы поехали, поверив вот этим сказкам. И, короче, положили свои жизни. За это кому-то придется отвечать. Алло, 29-й. Тут не 100 человек, тут не 10, просто более 10 тысяч человек. Со своими детьми, женщинами. Вы пидоры, короче, а их женщинам вообще ни слова не сказали, ни мировому, что вообще. Почему, знаете? Осуждаем, плюс 32, осуждаю, потому что вы прекрасно знаете, что это был терроризм. И вы не будете за их женщин, за их детей впрягаться, опущенные. Вы хлеборезку не откроете. Нас вы дальше призываете к этим действиям, таким же. Извините меня, я вам, знаете, чтобы... Вот вам. Вот я на этом вертел ваш ислам, вашего этого пахана, смотрящего за, короче, общиком Аллаха. Все ваше вертел. Вы уже осточертели. Вы нам не даете даже в демократических странах. Вы просто, представьте, пасть открыть не даете. Не, мы так больше не играем. Мы так больше не играем. Вы по правилам не хотели играть? Хорошо, без правил тоже можно. Видите ли, этим можно со всеми спецслужбами России сотрудничать. Наши чеченские, короче, эти обманывать, через ислам обманывать их, короче, отправлять на концерт в публичный дом Аллаха. А видишь ли, нам, оказывается, нельзя сотрудничать ни с одной спецслужбой европейских стран. Это с каких это пор? Как раз таки мы вынуждены теперь, вы нас вынудили сотрудничать со всеми спецслужбами этого мира, кроме русских и арабских, вонючих. Вы заставили нас. Вы заставили нас говорить о вашей религии. Полностью, как она есть, изучить ее нутро гнилое, полностью разворошить это гнездо арабское 7 века, вот эту сказку гребаную. Вы нас сделали. Да будет доволен вами Аллах, пахан всех паханов, смотрящих за общиком. Вы заставили лично меня выучить эту идеологию полностью, вот залезть во все аяты, во все хадисы, шархи, шариаты. Когда я уже это изучил, иду вот этим балаболом, короче, которые днем и ночью говорят об исламе, захожу туда задать вопрос, они даже не знают то, что я знаю. Вот просто вдумайтесь. Я-то ее сейчас только изучил. Даже не всю. Мне хватает то, что я выучил из-за этой идеологии. Просто сделать опущенным любого шейха, любого муллу. Посадить его прямо в колодец, Будаа, хлеборезкой туда, сувать его. То, что я вот с этими людьми за вот каких-то год, 2, 3 выучил, этого мне достаточно. 20 лет учился в Египте, 30 лет изучает Коран, Камасут. Вот этих людей я просто делаю как 5 минут опущенными по своей же религии. Не доучился, ба? Да, и все, представь, если я доучусь. Сейчас мне еще титул, если дадут, как Салаху Лубянскому. Шейх Даулятулва Ислама Альман Туз. А так у меня 7 поясов по Корану, Камасутре есть уже. Черный. По карате еще я. Алло, мы призываем всех родителей чеченского народа, которые живут на территории европейских стран, беречь своих детей. Ваших детей готовят к большому, короче, вот этому убою.
Не лезьте снова на те же грабли. Вы же сейчас прекрасно понимаете, что за ваших детей нет. Вот мы сейчас заходим, задаем вопрос Тумсо Лубянскому. Тот мудак, который, короче, по чеченским кодексам вообще опущенный, Ямар Тлокило, варвар, трус, который подло, вообще даже у чеченского народа по отношению к врагу, вот такая, короче, из-под тишковой вот это считается вообще опущенным. Даже по отношению к врагу, который твоего брата, отца, да кого угодно, короче, отправил туда, на небеса. Даже по отношению к нему не разрешается вот такая подлость. А тут, короче, француз вообще ничего не подразумевающий, старый учитель, который себе спокойно живет. К нему этот мудак подходит, который энергии девать некуда, подросток. Короче, накинулся на него, безоружного, и, видишь ли, сделал ему сигир башка, и герой умный. А сегодня заходим к Тумсу и спрашиваем, Тумсу, является ли для тебя этот мудак герой? Не, вообще открещиваются, как от прокаженного. Заходим к любому. Говорят, что это, это не наш герой. На нашем канале не говорят о таких вещах. Подождите, что это получается, если мой сын или сын любого, который чеченца, такое же совершит, все, короче, он ненужный, да, списанный материал. Идущий к Богу, просто вдумайтесь, они даже не говорят, что это герой умный теперь, все, уже опущенный, забыли. Но это все накинули на чеченский народ. Этот мудак ни одного дня не жил в Чечне, и его отец не жил в Чечне. Это Москва, где-то под Москвой, короче. Там бомжевали, сделали паспорт в Грозном, за $600 тогда делали. Купили паспорта, переехали в Францию под типом угнетенного чеченца. Вот это наши соседи. Они вообще тысячами голов приехали под видом чеченцев, купили эти паспорта. И все Хорошо, а вы где живете сейчас? Я в Кабуле, Афганистан, я под мостом. Да, в ладно. Кабуле. Слушай, а кто, по-твоему, хороший? Хоть одного-двоих можешь назвать? Ну, Тумсо плохой, Закаев плохой. Я не говорю, что они плохие, я говорю, что они опущенные. Я говорю, что они работают на российские можешь мне спецслужбы. назвать? Да, для них слово «плохие» — это комплимент. Алло. Ты можешь старому черкесу Ты хочешь, чтобы я сейчас тебе поискал хороших людей и указал на них пальцем, да? Не надо указывать. Просто кто, по-твоему, мне интересно, просто мне 72 года, я соображаю немножко, наверное. Прошу. Я думаю, самый честный, самый лучший по исламу это Костецкий. Алло. Костецкий. Да, это самый честный. Я мусульманин. его не понимаю, потому что он сильно образованный в исламе. У меня нету таких знаний. Хорошо, я имею в виду из чеченцев, из Чечни. Ну, у чеченцев нету мусульманина, шейха вообще, которого можно слушать. Хасан Баиев. Хасан кто? Чеченцев. Хасан Баиев. Какой Хасан? Человек, который реально спасал жизни. Не, мы говорим о мусульманских ученых. Мы говорим про мусульманских. Мы хорошего мусульманина, чеченца. Я знаю. Это Абдул-Азиз ибн Аш-Шейх, который дал фатву, сказал, если муж проголодался, и если нечего кушать, то жена обязана с собой жертвовать, чтобы он ее съел, чтобы муж выжил. Вот такой фатву дал. Вот он самый хороший красавчик. Чеченцев не знаю, но знаю, вот дагестанец есть, имам Шамиль Маликов. Единственное, он Хорошо. иногда грешит чуть-чуть. Один вопрос к вам, я пошел. Один вопрос. Вы собираетесь домой на Кавказ ехать или не собираетесь? А если собираетесь, то каким путем? Тут по-разному люди. Кто-то собирается, кто-то не собирается. Патерсон, там тоже встречный вопрос. Вот Давай.
несколько миллионов черкесов по всему миру собираются домой, вернуться и вернуть все, что вот над этим народом вершил русский мир. Я закончил вопрос. Паттерсон, микрофон включи, ну как закончишь, выключай, у тебя там, короче, вообще страшная Санта-Барбара. Ты тоже так говоришь, человеку 73 года, он, наверное, не знает даже, как отключить. Петерсон, я тебе кину. Я хочу повторить, еще раз хочу вопрос повторить. Аналогичный вопрос к черкесскому народу, который я уважаю, Так, сразу подчеркиваю, который несколько миллионов по всему миру вот разбросан, есть желание вернуть свою землю и привлечь к ответственности за все беды кого-то. Вот. есть, конечно, почему нет? Есть, 100%. И кто такой вот, кто это возглавляет? Пока никто не возглавляет. Хохлы признали, литовцы признали геноцид. Сейчас война Я как бы этот вопрос задаю, потому что я спрашиваю то, что я хотел бы видеть, да, и вижу это позитивно, как бы наоборот, не негативно. Слышь, я с этими гасты прожил 72 года. Я знаю, что такое русские Ваньки, встаньки. Я не знаю, где вы живете. Может, дома в Чечне живете. Там... Я в Австрии, например, живу. В Вене. В Австрии. Город Вена. Хороший город, хороший. Я в Кабуле. Петерсон, а ты в Кабуле бывал вообще? Нет, не бывало. Приезжай. Взрослый человек. Я в Дании. Кстати, у меня вопрос. Вы русский, вы тоже это русский называете? Он что-то говорил, вы его с мысли сбиваете. Давайте будем респектировать взрослый человек. Молодежь, и мне интересно, домой вы собираетесь ехать жить домой на Кавказ или не собираетесь? Конечно, когда вот чеченцы вот откроют свои глаза на то, в каком они мусоре живут под понятием ислам из среды русских, да, то есть под русским сапогом, пока не очнутся, так возвращаться. Вот мы сидим в Европе, своей молодежи, говорим то, что вот, показываем историю, рассказываем, да, и показываем то, что в религии, в которой они живут, благодаря этой религии, вот, из-за этого и потеряли независимость, все потеряли просто. Вот лишь только тогда мы вернемся домой. Паттерсон, кстати, Закаев, о котором вы вот упомянули, он человек, который возглавил вот этих исламистов в 2022-2021 годах, и вот которые там по Европе, там, ну и в других частях мира. Как бы сам вроде человек, вот на первый взгляд, он там без разницы, да, там какой, кто-то там его критикует, там артист, он не артист, это вообще без разницы. Главное, чтобы человек отвечал интересам чеченского народа. И на первый взгляд может казаться, что это так. Но по сути тут получается так, что эти люди отвечают интересам исламского вот мира, в частности, Ахлю Сунна валь Джамаа, там, установлению Корана и Сунны, и тогда получается это как бы паразитирование на вот этой, на трагедии чеченского народа. И это неприемлемо, понимаете? Но, а вы согласны, что вот эта фитна делает очень большой негатив, отдаляет нас, допустим, от того момента или времени, когда мы поедем все домой? Домой. Я лично хочу домой. Абсолютно, Паттерсон, абсолютно согласны. Ну, ситуация такая, что эту фитну надо тогда оставить же, да? Как вы называете ее? Фитну, митну. Да. Нужно, Фитну, вот черкесам нужно отвечать интересам черкесского народа, нужно вокруг интересов черкесского народа объединяться, чеченцам вокруг чеченского, а всем нам объединяться вокруг общекавказских интересов.
Но если Совершенно правильно. да, если мы используем как бы тему Кавказа, да, там, или каждого народа по отдельности, и при всем при этом у нас на самом деле стоят цели установить слово Аллаха во всем мире, то это получается, и вы знаете об этом, да, вот вы узнали цели каких-то джамаатов там, или каких-то религиозных групп, а потом за ними следовать, ну, согласитесь, это же мазохизм какой-то. Понятно, понятно. Ладно, рад был вас услышать, молодежь. Будем надеяться, иншаллах, все будет хорошо. Ну, надо... Надо делать какие-то результаты, да, надо совместно, вот черкесам, я просто, мне немного, ну, я негативно это вижу, да, вот почему миллионы черкесов, много есть диаспор, которые в каких-то государствах очень неплохо. Вот мы, чеченцы, у нас проблема, у нас ваххабид. Нас на вот этом ваххабиде развели. Мы были очень неплохим народом на старте в 90-х годах. Мы, вот как сегодня Украина мастер-класс всему миру показывает, да, там вокруг национальной идеи объединившись. Вот что-то такое у нас было в 90-х годах. Но когда нам подкинули ваххабид вот этот, А кто мы подкинул? сейчас- Кто подкинул? как кто, откуда к нам тоннами литературу завозили? Ну из хорошо, России, из кто, Москвы, кого, из Питера кого вы печатали? считаете ваххабитами были кто в Чечне? Пусть шахиды они, пусть еще живые, ну, кто были ваххабиты, по-вашему? Или не ваххабиты? Ну, Или не ваххабиты? ну, смотрите, вы имеете в виду из каких-то государственных там чиновников? Да. Ну, из амиров, из государственных там. Ну, смотрите, Кем? изначально вообще не было ни одного ваххабида. Так. Потом, когда ваххабид закинули нам, начали вот первый, кто на этот ваххабид клюнул, это один из первых, это Яндербиев Зелимхан, вот вице-президентом он был вообще у Джахара Дудаева. Вот этот Зелимхан Яндербиев вошел в контакт, короче, ну, в сговор с депутатом парламента Идиговым. Не, мы не спешим никуда, Леху, мы можем потихоньку это разъяснить. Да, дело в том, что вот Зелимхан Яндербиев потихоньку вот вошел в сговор, там, в контакт с вот этими людьми, с которыми его свели там Шевченко, Джамаль Гайдар. Потом есть идеолог такой, брат этого Джамаль Гайдара, Дугин в России. То есть вот эта вот тема, да, они как бы вместе, скажем так, с вот этим исламским миром, с миром исламистов. И вот оттуда это потихоньку начало, скажем так, внедряться, да, в Чеченскую республику. Там незаконно попытались, мы это не считаем законным, то есть это не свершившийся факт, это просто попытка, да, потому что по закону так не может быть. То есть это подлог в Конституцию Чеченской Республики, когда нам попытались туда втюхнуть государственную религию ислам. Вообще не спрашивая у народа, не проводя ни референдум, потому что это основополагающие пункты в Конституции. И вот так вот, вот это внедрение потихоньку начало. Потом Удугов был такой ублюдок. Удугов Маулади. Вот этот Удугов Маулади, он очень сильно навредил нашему народу, нашему государству. Сейчас соскочил где-то то ли в Швеции, то ли в Турции, тоже не до конца понятно, где он там. Понятно. Да, и вот так потихоньку молодые люди, я вот тоже один из жертв вот этого ваххабида, потому что вокруг все дядьки, все старики, все начинают вот эту религиозную тему, линию гнуть, и ты думаешь, что это правильно.
И потихоньку тоже как бы начинаешь считать вот это вот дело его как бы правым делом. Ну, до определенного момента, когда своей головой начинаешь думать и все как бы расставлять все точки над «и», тогда ты начинаешь понимать, чья это идеология, кто ее закинул, зачем нашему народу вот это вот как бы сделали, да? И вот так вот там люди потихоньку начали в этот ваххабид, начали людей затягивать. Понятно. Все хорошо. И Так, литературу печатали в России, в Питере, в Москве, как ее, в Татарстане и в этом Дагестане. И эту литературу между Первой и Второй войной грузовиками завозили ее, никто не останавливал, завозили ее и распространяли эту литературу. Теперь уже может быть понятно, если ее в России печатают, спецслужбы закрывают глаза на все это дело, там разрешение они все получали, там же получается. Эту же литературу завозили оттуда. Откуда пришло? Тогда становится понятно. мало. Кстати, вот этот Закаев, о котором мы ранее сейчас говорили, И все видно бывает. Значит, не Саудовская Аравия нам завозили эту литературу, а завозили ее именно вот печатая. так, у тебя, по-моему, интернет чуть-чуть глючит. Меня слышно здесь? А сейчас меня слышно? Алло. Алло. Паттерсона слышно, а вот меня слышно. Так, ребята, все хорошо. Ян Дарбиева я очень хорошо знал, очень хороший брат. А вот немножко Удугова мне не понравился. Удугов немножко. Нет, Паттерсон, почему он вышел? Паттерсон, меня слышно кто-нибудь может? ابراهيم عندي شو عقيد شو نعتر وات Паттерсона настоящий ваххабиду. Разложить твою шмауку, сейчас ватсбо, проблем я Ибраим, إيش عجبه محكا إبراهيم Селим хан إيش عجبه محكا إبراهيم إيش عجبه وаххабид. Да, Зелимхан Яндербиев был очень хорошим человеком. Другие какие-то эти люди были нормальными, хорошими людьми. Зелимхан Яндербиев в 94 году, в 93 на 94 год, на Новом году, они прям в прямом эфире отмечают Новый год, сидят. Там есть, нет, там шампанское что-то, там есть... Когда вот эти вот юмористы, они прикалываются с каких-то мул там религиозных деятелей. У нас нормальные люди были. У нас все было нормально, пока нам не притащили этот ваххабид. Вот как ваххабид притащили, хороший Зелимхан Яндербиев начал следовать этому ваххабиду. И, к сожалению, когда ты начинаешь ему соответствовать, чем больше ты соответствуешь вот полному этому предписанию вот этого ваххабида, тем ты больше отходишь от человечности. И становишься вот таким там фанатиком каким-то, я не знаю, человеком ущербным и для себя, и для своего народа и так далее. И вот так вот нас туда затаскивают по сей день. Ибраим, это политики, и вот, и это чисто религия, гаситовешку из настоящего. Kriegsraum, es hudujut savu šmavaici so, škoču čubul špeška jet so, dela ta tiem mütiga da юлин, и тема окчуах 100 соуутах, кое разъяснить дешмаду, а так, да, и тем, религиозная тема, вот, сути перед тем, один, сути разнести вируаришь, это. الله وقال موسعنا شو بلادو شعنا شو لايك شو يتوجن ما شو شو موسع ما بعرف ما شو ما شو ديلي ما شو شو ديستو تجين زين توشن رستم نو بسبب ديستو
Бажы дәресіл. Мадар дейца. Водичка опасного çok duyuyorsa. У опасный. У. Ну, дуалде. Могшай. Дегге мадар дейца само удоволся. Баркалушын дәресіл. Ладу шаты рус. Да, İbrahim, ты расхлад, дыши. Apuşun arbu halmoyalok. El تجوتهم. يا زودري بوش يلشوا تجات وقين عداء يحكي العربو على قريش يتش خويش ميتش يلش تتعيه شنير. ملوروا إبراهيم باس وتو. Ja, za arbo šneir jok nachtje maat boč üle leelš. Še nachtje uboš. أنتيخريست تويتر. Ja, iets had halal image mooi elm ze zo ne kochal. تجوتهم. دقت. هذا أصله полностью модератор аяхна. Все модерят, если что. Ma dik doğru ga. Yok çok Hens opasno. gonar čujen helol, hujerčen caj, urajica lakson caj. Sad, Брусли var, Мелорин, Черкес, Убош. И чуен, и Черкес, вот представьте, просто если бы он не выскочил, можно было бы дальше поговорить, вот сколько миллионов черкесов, и никто из черкесов не занимается вот таким вот пагубным делом для своего народа, да? Вот нету среди черкесов даже какие-то ваххабиды, чтобы полностью... Так вы меня удалили, выбросили. Вот Маша и Элла. Хорошо, что вы вернулись, Паттерсон. Маша, Давайте. Паша. Ребята, кто наш враг, скажи. Ваххабит, махабит, я не понимаю. Я слабо разбираюсь. Не знаю, вам 72 года, Паттерсон. Меня дедушка, слышь? Кто у вас враг, кто друг, но это как бы я не смогу вам, наверное. Я очень четко знаю, кто враг, кто друг. Это я точно могу Вот сказать. как раз таки по чеченским устоям вот нам предписано нашими вот там предками четко знать своего друга и врага. Но Совершенно правильно. нам, к сожалению, как бы посредством подмены ценностей нам вот подменивают. Вот людям, которые с нами дружественно относятся, нам берут, читают какие-то эти заклинания, там, волбалайс, какие-то религиозные. И людей, с которыми мы не имеем никаких вражеских, там, конфликтных отношений, нам из них делают врагов. И также наоборот, люди, которые вообще плевали на нас, из них нам делают братьев каких-то. Вот это неприемлемо. Мы братья по-любому. Это никто не может. Это кто братья? Те мунафики стопроцентные. И поэтому я не знаю. Альхамдулилlah, конечно, мусульманин. А кто еще? Конечно, мусульманин. Вы следуете действительно предписанию или вы как бы такой этнический? Не, я следую 100% как положено. Но не сказать, что я там сильно разбираюсь. Коран я не знаю полный. Я знаю... Вот смотрите, у нас тут вот в данный момент в чате единственный чисто верующий мусульманин, вот пока вы не зашли, это Вендетта, потому что он единственный, кто следует предписанию, и он как бы выбрал в друзья, помощники, в покровители не кафиров, а мусульман, и переехал в благословенный Кабул, там под мостом он где-то сейчас живет, хотя там трудно, социала нету, медицины нет, но он ради Аллаха перебивается. Вот вы каким образом в Германии оказались? Это кто вам разрешил? Я в Германии не оказался. Я бывал в Германии, в Австрии,
во Франции, в Америке, везде бывал, но я живу в Дубае. Я живу в Дубае. Опаля. Опаля. Живу по нужде, потому что... А вот у вас Потому в что- Дубае шариат? В Дубае, ну, у кого шариат, у кого не шариат, тут арабов мало увидишь. В основном индусы, пакистанцы, танцы, филиппинцы. Арабов вот сейчас на улице никого не видно, ни одного. Я на улице, ни одного араба не видно. Арабы отдыхают, за них все делают рабы, 2 миллиарда мусульман пашут за арабов день и ночь. И идут есть. каждый год дань отдают дань, вот это, короче, несут туда миллиарды кефирских долларей. Каждый божий год миллиарды кефирских долларов заносят арабам. А арабы спят, отдыхают, Наташек никахят, короче, со всей планеты самые красивые женщины ездят туда, чтобы их отникахали за пару сотен тысяч тех же долларей, которые вы, мусульмане, туда и относите. Да-да-да. За ваши доллары, которые вы точно. Аллаху... Да, которые вы Аллаху относите. Эти арабы за эти бабки покупают актрис. Дженнифер Лопес от никаха 3 миллиона долларов дают. Да-да-да. Ваши доллары идут на женщин. Бисмилля. Не, я не даю, конечно, такие доллары, но есть правда, что ты говоришь, это на самом деле так есть. Такое есть. Да. Сделал ты, ахи? А? Хадж делал ты, ахи? Хадж не делал, но отправлял 3 человека, оплачивал, отправлял. Ну вот ты оплатил это самым, чтобы они там гуляли со шлюхами. Они не гуляли, они поехали, я их отправил. Не ты, но ты же отправлял туда. Бисмилля, чтобы Ну да. арабы шиковали. Ну да. Ну вот. Не, я отправлял нормальных людей, молодых, нормальных. А в итоге стали ненормальными, потому что туда попавший человек нормально не вернется. Ты умры, ну я был умры, например. И Нет. то, что я там увидел, это просто ужас. Там, не знаю, там. Это как будто ты оказался в фильме «Безумный Макс». Ты туда попадаешь в дороге, уже осознаешь, что ты это дорога ярости, как фильм «Безумный Макс» там. Ладно, Потом как вы мне- зомби ходит там, кричат там, из-за этого камня смотришь, думаешь, ёлка-палка. Мне было интересно как бы подойти и посмотреть. Но видя эту безумную толпу, которая там, это во время умры, это даже не хадж. Даже тогда они с ума сходили, даже тогда они дрались там за это. Это был бардак. Мусор везде Вы раскидали дома дом. или в Европе? А, Я вы дома в Дании, или я в у себя- Европе? Я у себя в стране. Я у себя в стране, в Дании. В Дании? Да, в Дании, да. А, я понял. Да. Хорошо. То, Но- что я там увидел, ну, я говорю, мне было интересно. Да, город красивый, базару нет, да. Красиво построили для себя за счет своей нефти. Молодцы, знают, как бизнес вести. Им вообще предъявы нету, да. Но те люди, которые туда приезжают, которые называют себя самой наилучшей общиной, и то, что они там творят, это вообще бардак, если честно. Там и попрощальничать приходят, там, типа они там деньги потеряли, там, помогите ради Аллаха, там, плачут. Блин, ну мошенники там, что только там нету, там, приезжает там, бизнес делает. Ну, короче, полный трэш. Вот то, что я увидел, это был трэш. Иначе невозможно это назвать. Это чисто бизнес. Людей просто доят. Вот у нас, Паттерсон, у чеченцев есть единственно один исламский ученый, и он как раз вот зашел сейчас в эфир. Сейчас дадим мы ему тоже слово. 4. Бисмилля. Саляму алейкум, шейх. Говорите. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, братья мои, слушатели там
والصلاة الفينيجريت Цезарь, кабачкового икра, это أما بعد. Фасонный, розный, что ж он вежи. Благодарю за Да хороший будет, аппетит. да будет доволен Аллах вами, кто дает фасонные розы. Если тебе мужчина дает розы, пророк сказал, бери, бери. Это был молодой такой красивый мужчина, который, да, Высокий такой, высокий, очень, очень высокий красивый. такой. Просто я чуть не заплакал. А ты знаешь, что по сунне пророка можно со своим другом, братом за руку ходить? Если он тебе Да. цветы взял его за руку и ходишь среди людей. Видел, как у нас в Афганистане, в Кабуле ходят? За руки Да, так в берутся. обминку. Бисмилля, бисмилля. Это сунна Это- пророка, альхамдулилля. Кстати, Паттерсон, а как вот арабы черкесов называют? Вот нас, чеченцев, они обозвали шишани. Они нас не знают просто, даже не любят. Иногда, кто знает, то те не любят. Они раз высказали мне так, вот черкесы там против нас воевали с турками, против нас. Я говорю, это когда было? Так Брат, что... я извиняюсь. Брат, я перебью тебя, извини. Я сейчас должен Коран читать, или намаз там. Я очень занят. Короче, аждите, иди сюда со плохо. Аллаху, смотрящему пахану за нашим общаком. Можете покинуть нас на свой коврик и делать Давайте, дуа. делайте намаз, декхерду, иншаллах. Салам алейкум. Паттерсон, один вопрос. А в каком аяте говори. намаз говорит? В каком аяте про намаз говорится? Не знаете? Я не знаю, а ты знаешь? Я знаю, что в Коране намаз-то нету вообще. Нету вообще? Вообще ни одного слова даже нету. Я про инструкцию даже молчу. Я не знаю. Я знаю, ахи, я знаю. Скажи. Вообще в целом в Коране нету ни одного слова намаз. И нету инструкции, сколько сделать, как сделать, в каком положении делать, что ты читать, вообще ничего. Все правильно ты говоришь. Альхамдулилля. Все правильно. Альхамдулилlah. Так, хорошо тогда. Давайте. Всех благ. Салам алейкум. Я Спасибо, так спасибо. вас и не понял. Загадай, Паттерсон. Пока. Мы, короче, учим религию, ислам, все учим религию. Иншаллах. С вами учить тоже. Мой дед меня привязывал в 50-х годах к железной кровати на то время, пока он делал намаз. Я хорошо помню. Вот такие были у нас деды. Все было четко. Все было четко. Ни одного намаза они не пропускали. Ни в каких хаджах они не бывали. Не было таких возможностей. Но были крутые мусульмане. Очень серьезные. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Один вопрос можно, Паттерсон? Давайте, ребята. Салам алейкум. Пока. Не уходи, один вопрос можно тебе задать? Паттерсон. Но он уже высказал. Довольно. Да это, он не понял, просто нужно было сказать, вот представить, да вот представь, что там 1600 мечетей построили. Кто построил? На какие деньги они построены? Почему у нас их строят? Вопрос хотел бы, чтобы серое вещество Кстати, заработало у почему него. черкесов не построили, например, 1600 мечетей, а построили храм? ночью пляшет с бесами. Все-таки нас Ну, больше серое любят. вещество немножко, чтобы заработало немножко. Да, Аллах Вы нас наверняка больше знаете, что любит. блогер Хабила Импрут. Как бы Вадим Вадимович там в сторонке курит. Ну, кто там главный, вообще непонятно. Кто деньги дает, непонятно. Вот такая ситуация.
Ну, Гинсгоен, Хорша, Гарчиркеш, тоже Вайг, короче. От Вахабит ты ходишь на Швец. Уша, короче, Вайн. Цахунядинак, давайте муджаиды братья бошит. Мелчо, аудал вообще полный дебилизм, ёпа. Полный дебилизм. إبراهيم أتسنيخ كبردينشي تشركيشي تير وهبي ده تير يولشو تير صوفيش бош суаита, но Да, у них вообще нету, у них вообще этого, как у нас нету, у них только вахабит. да и я вахабит бете, ума я яцет я той. Вот, поэтому ахсундийцы дичь эранду, потому что жимошница. Ну, они, видишь, даже этот вахабит, они как бы, Тирол пошел, юктан. Их несколько миллионов черкесов во всем мире, даже в Израиле есть черкесы, они вообще не страдают вот этим вахабидом, понимаешь? Только вот те, кто там дома сейчас на теме Эмирата, короче, вот там, которых подтянули через всяких гобняков. А так они вообще этим не страдали. Приветствую всех. Машалла. Машо, приветствую. Вот человек зашел с ним, конечно, не я хозяин стрима, я здесь в гостях. Так он, я так понял, не понял, что здесь происходит. Надо было с ним идеологическую работу, я считаю, до конца провести. Или он понял? Там, видите, мой никнейм, там у него ловить вообще-то нечего, да? И так просто... В основном другим, кто слушает, вот им какое-то полезное там выводы какие-то могут делать из этого. Так вот ему сейчас объяснить, пускай он там доживет лучше в намазах где-то свои эти старости. Все равно ему сейчас объяснять, он ничего не поймет. Все ясно. Как бы за эти 72 года, если он не сформировался как старейшина какой-то, да, не соответствует там духу там кавказцев, там предков, уже в 72 года лучше он первоклассника какого-то выучить уже, да, чтобы он именно придерживался там каких-то культурных ценностей и так далее. Я вот несколько еще хочу сказать интересных фактов, что ведь они же свои airlines создали, они не просто хаб создали у себя там арабские страны, они еще свои авиакомпании стали создавать и обслуживают, то есть рейсы в основном своим дают, я так понимаю. То есть это деньги же все идут. А вот насчет мечетей надо посчитать, сколько на население приходится, на 100 тысяч населения, сколько мечетей, например. Потому что у нас, например, в Казахстане, где-то вот в моем регионе на каждый 100 тысяч, а я пропадаю, да? Не, нормально слышно. У нас где-то на каждые 100 тысяч одна мечеть всего. У нас не так уж и много мечетей. Приветствую тебя. У нас на одного чеченца по 2-3 мечети, 2,5 примерно. Так, а если реально там подсчитать, сколько это выйдет, с учетом мужского населения, если всех детей как бы отрезать, женщин, каких-то там пожилых, уже, скажем так, неподвижных, там, стариков, потом больных, если всех аккуратно посчитать там, ну, там с излишком. Там с излишком есть. Вот поинтересоваться хотел, здесь же есть бывшие мусульмане, возможно, или
как сказать, которые знают, возможно, вот женщины, вот у нас под мечетью какое-то помещение, туда женщины и дети идут, они там молятся или что делают? Они же в общем, им нельзя с мужчинами, я так понимаю. Они там просто ожидают или что? Вторых этажах обычно там они бывают. Этим женщинам нежелательно ходить, но запрета нету. Поэтому вот некоторые туда все-таки как-то тянутся. И в мечетях иногда бывает вот это обучение там арабской вот этой вязи, буквам, как медресе при мечети. Вот в таких каких-то ситуациях женщины вокруг мечети тоже можно. Нет, один момент. У пророка в хадисе Сахих Бухари, Муслим, который пророк говорит, та женщина, которая, надушившись, пошла в мечеть, типа, она проститутка. Это слова пророка. Бисмилля. Даже если она идет в мечеть, надушившись, она является проституткой, сказал пророк. Саллаллаху алейхи вассалям. Осуждаем. Осуждаем. Ну вот в само молильное помещение, где как бы вот постамент, куда духовное лицо восходит, да, забирается, вот там читает оттуда Коран, проповедует. Туда женщине нельзя заходить, я так понимаю. Я ни разу не видел, чтобы туда женщины... При джумуа молитве женщины тоже присутствуют. Им как бы нежелательно, но запрета нету. И там обычно там в двухэтажных мечетях я видел, наверху в отдельном вот этом где-то отсеке, там тоже женщины за имамом делают джумуа намаз. Такое тоже бывает. А у вас, то есть в Чечне тоже такое понятие есть? Вообще джума это у нас... В Чечне, в Чечне женщины, я не знаю, я там сейчас в последнее время уже давно не был, но раньше не посещали женщины мечеть. Вы что имели в виду? Название вот этой пятницы? Все посещают. Да. Еще когда я был дома, там посещали уже. Джума это на тюркском языке, на тюркских, это значит пятница. Нет, это на самом оригинале джума. У нас это называли вообще рузбан, рузбламас. Короче, не знаю, у кого это еще есть. Пятничный намаз. Вообще вот на казахском джума это пятница. Вот. А у нас пятница это эриска. От имени вот этой великомученицы Прасковьи христианской. Вообще я вот читал вот мифологию. Оказывается, там Хармат был прикован к цепями. И туда эллинийцы, вот эти римляне, совершали туда как бы хадж на Кавказ, чтобы поклониться вот этим горам, там где-то вот такой вот информации. Прометею. Прометею, да. Короче, наши предки тоже дров наломали. Не надо было все равно культуру. Понятно, что мы еще больше наломали вот с 90-х годов. Но там изначально ни на шаг от своей культуры просто нельзя было отходить. Это наследие, его нужно было нести. Просто вот это идеологически, вот это облапошивание, да, там всякие Ассаламу алейкум. утрата имен, утрата каких-то своих там праздников и так далее.
Вот это вот очень запороли, там дров наломали, короче. Ва алейна ва алейкум. Я не знаю, можно тут брать салам в ответ или нельзя, потому что у кефиров нельзя брать салам. Я сам 72% мусульман. И как сначала нужно проверить заходящего, он мусульманин или кефир. Только потом разрешено брать салам. Да, все равно можно считать это как просто... Алло. Всех приветствую. Машу, привет. О чем общаетесь, ребят? Тема у нас Сам пока. прими ислам, брат, произнеси шахаду. Вот все, кто готов принять ислам, надо повторять уже. Как будет готова, короче, публика. Сейчас такую А вы, я как совместно. понял, выступаете за свободный Кавказ, да? За свободный Кавказ. А есть разве там такие настроения, чтобы свободно? Нет, нет, я про вас именно имею в виду. Про вашу идеологию. Ну, идеология, она вообще-то не такая. Идеология простая. Просто там волеизъявление народа. Ну, скажем так, там, волеизъявление. Не, я, например, если брать Кавказ, да, о свободе Кавказа, там, о каких-то... Сейчас, минуту, пожалуйста, сейчас. Сейчас я приду. Окей. В нашем приветствии Да, я тут. обозначается. А вы говорили, Только что... да, если даже. Если это самое, имеется в виду, приветствуется ли свобода Кавказа, и либо какое-то сотрудничество там, политической, экономической сфере, сосуществование. Я лично за, вот если конкретно у меня спросить, я был бы не против. Вот единственное... То есть вы бы хотели, чтобы Кавказ был самостоятельным? Хотеть я ничего не хочу, но если вот такие настроения были бы у самих народов кавказских, да. Ну, у северокавказских, там, скажем, у южнокавказских народов, у них все нормально в этом плане, то есть они независимые государства. Хоть то есть вы были бы за, именно, если бы у народов были бы такие настроения? Я бы, да, конечно, да, я бы приветствовал, потому что волеизъявление народа – это превыше всего. Свобода там и так далее. Я понял. Такую народную республику я тоже вижу. А в каких границах именно? Вы считаете, вот должна быть раз, Русская республика? Вот как раз это не мне надо было вообще-то определять, а вот географам там русским, всяким историкам. Просто я смотрел... Я закончу. Давным-давно уже как бы следовало бы вот эти границы, их провести. И я, например, не то, что Кавказ, вот лично я, опять-таки, если меня вот лично спросить, я приветствую свободу, там, независимость и Русской Народной Республики, такой, в которой соблюдались бы права, в которой, скажем так, тоже волеизъявления народа была бы на высоте.
и с которой можно было бы взаимодействовать тоже, да, там экономически, политически, военно, я не знаю, любых. Я просто смотрел на карту именно свободных республик, ну, народов. И там русских разделили именно на города, на областя. То есть Москва отдельно, Новгород отдельно, потом Залесье еще какое-то. Я считаю, что это уже слишком бредово. То есть уже внутри народ их разделяют по каким-то этим городам. Не, просто там областям. получается так, что вот у национальных, да, республик, помимо русской национальности, у них автономия, там, республика, ну, у них есть свои границы, да, определены. Мгм. А вот у русских нету границ своей русской народной республики. Вот как бы у русских нету из ничего, да, как бы своего. И как-то вот это вот все, это ихнее. Вот тоже непонятно. Ну, там, где живут русские, я считаю, русская земля, именно где они жили изначально, то есть не где они именно сейчас живут там, то есть не север, не на Урале, а вот Германии, именно в что ли? областях русских. То На есть там, берегу Дуная. А? Извиняюсь. Вот есть вообще умельцы, кто-то в интернете, кто бы вообще определил хотя бы официально, понятно, что это никто не будет делать, потому что там вообще, если мы послушаем Путина, который он у пацана на сцене спрашивал, где граница России, тот начал там пытаться... они нигде не короче, заканчиваются, типа, да? Да. Мгм. Вот понятно, что официально Он сказал, что Россия... Берингов пролив там заканчивается так. Да. Он сказал, что да. Ну, он пытался, короче, как бы там вот это образно там представить, эту карту, а тот ему говорит, «Ты вообще нигде не заканчивается». То есть понятно, что официально там в Ну, России... это имперское заявление такое, имперцы, просто шуточное. имперцы, которые как бы хотят всех растворить в себе. Это понятно. Ну вот хотелось бы, чтобы неофициально хотя бы вот кто-нибудь пытался вот эту вот карту русской народной какой-то республики определить. Пытались, но я вот смотрел, но она максимально смешная, так сказать, потому что там внутри самих русских, то есть русских разделили на города, то есть на областя. Там Москва отдельно, Опять получается. там Московская область, Московия, там Новгород отдельно. Да, опять получается путаница, потому Путаница, что... да, ну какая-то странная карта, это же бред. Национальные республики, Да. вот у них свои границы, а вот русская... Короче, что не входит в эти национальные республики, Да, это да. русская республика определить. Я вот как-то мне интересно было, я вот не определил, именно сам не скажу, но примерно как-то понял немного, где бы они жили, примерно. Вот там с юга на север, там в центре, именно в этих областях. Хотя юг, украинцы говорят, что на юге типа живут украинцы на самом деле, на юге России. Там тоже вопрос уже есть спорный. А вообще вот здесь люди знакомы с вами? Вы откуда сам? Я из Дагестана. Ясно. Из Дагестана. У нас в Дагестане вообще вот точно так же, как на вот этих вот картах, у нас все намешано тоже в плане народов, ну и территорий. Тоже вот так намешано. Ну, потому что это есть равнинные народы, а есть как бы горные. Да. Скажем так, не Какой равнинные. национальности вы? Из Я Дагестана. Агулец. Мгм. Можно еще раз, я извиняюсь, не услышал. Я из Дагестана. Сам агулец. Вот, благодарю. А с кем еще родственный ваш народ? Агульцы с табасаранцами, с лезгинами, с рутульцами, с цахурами. Ну, короче, Более лезгиноязычный да? народ.
Лезгиноязычный, Да, короче. лезгиноязычный Окей, народ. окей. Лезгиноязычный. Там, да-да-да, с удинами еще, ну, которые живут в Армении, в Азербайджане. Ну, там много у нас. Семья не маленькая. Ну, так Раньше языком. называлось, подожди-ка, сейчас у вас это Поэтому название было. до До конца захвата вот вас арабами. до конца вот сколько народов в Афганистане четко как бы все-таки не определено. Кого-то считают народом, Там кого-то... тоже каша, да. Я думал, что афганцы есть такой народ раньше, оказывается, это просто название местности. Это на иранских языках. А народов там немало. И прям разные. Тут пуштуны, еще кто-то там. Таджики, узбеки. Да, таджики, узбеки. Все подряд. Путаница вот такая создается. Это вендетта же с Бхарматом же, который все время, да, этот? Здесь вендетта. Главный кефир. А вендетта постоянно его голос слышу. Он так этот смешно приветствует. Ой, блин. А что-то сейчас он молчит. Ща он там... Сами Аллаху лимин хамда. Аллаху. Вендетта, вендетта. И Да, так да, смешно он бывает, когда он это- начинает. Самые пропущенные намазы, он их как бы... Восполняет, да? Да, без остановки пытается Да, восполнить. молодец, вендетта вообще прям молодец. Так, что-то у нас Дон Арча тоже на кофе сел. Дон Арча. Никто больше ни одну розу не дарим Дон Арча. С него пока 2 азана. После 2 азанов подряд только тогда ему можно подарками закидывать его. Мгм. Ладно, ребята, я пойду. Вам удачи всем. Все, тебе тоже. Всего. Давайте. Приходи свободным. Марш, Да, Ойль. да. Да-да-да, с маршвой. Ну, я надеюсь, правильно сказал. Пребывай, Маршрут. будучи свободным, оставайся, будучи свободным. Да, приходите свободными. Давайте, ребята. пока. Уходите свободным, я сказал. Марш, Ойль. Астемир, Уходи. И приходите, и уходите, да. В любом случае надо быть свободными. Вот Астемир 09555 пишет: вы такими из-за антитеррора стали? У меня спрашивает он. Он ваш учитель? Почему до него вы не вели проповедь? Ну, скажем так, мы вообще-то так вместе, да, начинали вот это дело после того, как антитеррор появился. Такие настроения были, но, к сожалению, не было человека, да, который четко знал бы религию и, скажем так, мог бы разъяснять это обществу. И вообще-то поначалу, когда антитеррор, скажем так, подписался на это дело, он тогда был коранитом. То есть тут каких-то антиисламских тем вообще не было. Антитеррор чисто на позициях коранита был, но потом, когда вот эти всякие будулаки там в спорах начали ссылаться, короче, на то, что сами, да, вот эти все противоречия Корана, как раз таки они и поднимали этот вопрос. Именно вот будулаки. Чтобы оправдать хадисы, да, чтобы потом можно было ссылаться на хадисы, потом на всяких тафсирщиков, на ученых,
и так далее, чтобы как бы оправдать всю вот эту существующую систему. И это, наоборот, создало обратный эффект, потому что этот анти начал в этом всем противоречие видеть, и потом вообще слез с этого дела. Вот так вот это как бы сами вытолкнули там его и там всех, кто теперь, кого он тоже, скажем так, информирует. То есть вот это надо вам сказать всем баракаллаху фикум или просто фикум плюс 32 осуждаю. Просто на разных языках это по-разному звучит. Или же сказать на немецком «фик ойш». Аузубилля, плюс 32. И все вот эти вот пожелания это Абу Халиду из Швеции и его верховному главнокомандующему Абу Малику, которые начали сами критиковать Коран, чтобы оправдать хадисы там примерно вот где-то на этот период вот эта каша началась. И еще панкийскому султану Аллах Разус. Ибраим, из вообще кадр до цього ходини архаем. Ша диспутях, короче, ну, не потянуть мои нога. Да вон. Межи, оце груп чудол, мегар да сон, чужин дела шун. И женщины баба шпушун вежи, дел да не дел. Баба, вот, за представление. Ты бошел че, целый че? А я цеша проиграть не надо, и целый че? Сон чужин дел ешун, и чмо волош вежи боша. Южин Эрдох чуша бош, палма киги на цуо. Понятно? Представьте, отцу бош учдила, да, Стокхолм. Да, представьте. Чудо-лаба. Шиен чудо-лаба, вот он, углубчивее диспути на это. Сон чудо-лак, Абу Салям, да? As Erdoq Lubojin. As Erdoq Lubojin. Hangi adı? Süleyman Пемурол, земна, лемсен дох, тогда это, чубот точка, короче, Абу Салям бош. И замдать султан. Дел гадина, цуя кама адамадина, ше чужин дела, короче, веже чмо волош, вот, у нас это групп чего, что это чужин дел сон, палха лошун бош, а надо что это дой. Отцу бош учдила, да, Стокхолма. Veži, молодец. Lubojin Erdoq söylemiş adı. Hangi adı? Sözü Erdoq hürmet sözü. Джамбетовин, что дальил, шиену жажма стоит, сразу о, лечение есть мавари. Вован психиатрические клиники. Джамбетовин, что виляющий, так думаю, Рахуловский, индусский, дарите чувствуют, он чудик. Потому что индусы нахуй не едят, сагишь, он кетчер, кверца, чалма, Джимми Санденс. Jambiyet'in çudaçın Putin Mağuzur. Putin Mağuzursun. Zitay gitay. Kazo. İbre. Jambiyet'in çudaçın Putin Mağuzur. Зити, Ширин Дудуй. Ду шидер ye ba Jambiyet'in. Издоели, йогачтун. Вот, sonra yaşıyor, that's. Muhip, boş, det avladı ba Jambiyet'in. Så tanıma tiyatro, o Jambiyet'in vahayna ponçeçur. Ona ande şu tseçer kerte nahu bu tseçer haber değilse de boş da kana şur. O zaman Davud например. Sun Davud damı например на алосах, сугржати, шкет на бой такой. Он сон кет вот Davud чуть вошел чего. Франция ёлч на границе бегает, аж в баху, что это. Куза, он дуй махает, он куза, ишти. Не, примерно, что я чувствую, варена, це керта вона дела, що такого, так керта нахо і речеш зєштина,
Он шукан турил, что делает лясу, потому что Крикс. И наоборот, и чунги хум лиел дочь беш, цен ишти хум хилит ла малей. То есть они они как раз таки и хотят показать, чтобы спровоцировать здесь, куза обезьяничать, из-за рэскиши на руку мадуй, они тебя всему миру показывают как обезьяну. Видите, до Захаров Старгинеун, нам говорят западники, возьмите их обратно, короче. Нам сказали, что у вас есть, короче, какие-то методы, да, на них влиять. Вот, Лечить их. Да, и элит лишь мадуйцер, то есть тебя специально провоцируют, уважаем, цашин, цогункел, хуматюан, хуй, биг вогерхуйтин, закоран, шкверти, дух, шпаклон, чеш, полностью бегвехкан, вилош, мадуйцер. Интересно. Беговой у тебя интерес, это сон. О, интересно. А мы сет осем бошом. Чиринко, белгосан. Аслан, милуйте, да, милуй, джамбетовый, брать там мастер, халуахкинши, Аслан бош. Уэлэш. Мои комментарии удалить, мои. Ну, чао, Аслан, хочу ула. Забудно принять, вызвать. Хочу уэлэху, уэлэх, так объяснить, не? Ухилла. Не истаэлла, худин. Само вырубить и мы отсунем комментарий решу. Savaşçı mesela, zaten bu. Tamam, keyir doğru. Zaten maraq dastaya çalışıyoruz. Дела и мэрхнеш. Уля даст эхшо дадел буфт агуч белли тига белли. Да, первый марaq çak verirse ya bota. Первый maraq çak verir. İbrahim, arbo geliyor, bu lokşa borsa, onunla bakın çoğu teleskop şuş, üşe yatsı, ahoşa geliyor, bu diyor, üşe bor. Delta, маклоуна, аюеш, законно, дуй. Представь телескоп, чё хуешь. Американский, короче, имел крутой телескоп сейчас. Чё хуешь. Беда, да, использовать дашь. Представь, из телескопа, из календаря, так почитать, на 1000 лет вперед еще календарь хватит, и безаш, и нах, короче, да, спектакль сахитош, и далуш мадуй. Нет, короче, они это не делают, но тут же кефирские телескопы поставили, и туда смотрят, и потом то, что они передали, вот смотри, я не могу поставить у себя телескоп, да, там подзорную эту, посмотреть в него, я должен, короче, вон туда, на него смотреть, этого, который в халате. Представь, Ибрahim, интернет что было, и будь гуч бош, сабош, интернет чувача, хазуш бу. Хэш, хазяеш, бац, арбош. Це приказ делать, дуй, там юрюш, кан юряцош боша. Цера зависимо бош, до того бош могут так делать. Это арбош воона, который им рассказ, когда им жрать, когда не жрать. Сула пей бошем, пол тише я стою. Представь, да я. Вот взять наших каких-то, скажем так, воинов, да, вот этой, последних войн. Они же герои не потому, что он какой-то будулак. Вот смотри, взять того же Шамиля. Этот Шамиль, он выходит
на национал-освободительную борьбу. Он нормально подкованный был изначально, да, там стоял где-то в Москве на митингах. Он там имел образование неплохое. Он участвовал в вот этих политических процессах. И его сподвигло вот на эту борьбу именно вот эти ценности культурные и вообще, скажем так, международные такие ценности, которым он последовал и зову вот этому. И вот так вот вышел на эту борьбу. Потом его какие-то ваххабиты, махабиты куда-то там во имя Отца и Сына перекрестили в ваххабизм. И это же не является точкой там отчета. Наоборот, как раз таки, когда этот ваххабит, он начинает ему следовать, там он начинает дрова ломать полностью. Вот эти бесланы себя дает облапошивать там в Бесланах, в Дагестанах, понимаешь? Во все тяжкие дается. А когда он следовал там культуре, ценностям, всем мировым ценностям, там, какой-то истории, зная, да, там, добро, зло, как бы различая вот эти вот моменты, вот именно это его побудило изначально, и он нормально двигался изначально. Пока вот этот ваххабит его не начал куда-то уводить. И поэтому вот когда вы говорите там мусульмане, там какие-то истории, как раз таки вот это все нам и поломало. Вы просто включите мозг и подумайте. Если научным языком сказать, то он выбрал в дальнейшем неправильные методы борьбы. Так что... Долбали там, и нас там сопротивление загнали уже как бы в угол. Плюс буквально за пару недель до этого у самого Шамиля, всю его семью, 11 человек, сестры, там, племянники, их бомбовыми ударами накрыли, введено там. Просто 11 вот племянников, там, сестер, самых близких людей. И то, что вот там Буденновск потом, когда пошли, вот они же вообще не в Буденновск шли, они шли именно на Лубянку, в Москву. То есть они ехали вот так туда, чтобы там отчаянно там до конца попытаться, короче, показать и России, и всему миру, что на самом деле происходит. То есть взяв вот этих вот за горло, да, там, дебню, показать, как они ради себя, вот на что они готовы, да, когда там народ, никого они не жалеют, а тут вот когда их самих за горло возьмешь, как они себя поведут и так далее. Но они доехали только до Буденновска, там бабла не хватило у них. И пришлось им в этом Буденновске, они сразу там и военную базу, то есть именно военные объекты, вот такое. И то, что они в больницу потом собрались, это из-за раненых, которых они туда потащили, им какую-то помощь оказать. И то, что там в Русне крутили по телевизору, роддом заход, никакой это не роддом, это больница Буденновска. Главная больница города. Там в главной больнице городской всегда бывает отдел там для рожениц, для вот это отдел роддома. И там нам крутили, я тоже, кстати, на это пропаганду повелся, и где-то по зоопарке, там, в Фейсбуке, что-то я тоже писал, там, роддом, ну, я как бы писал, почему это произошло, и взял туда, роддом ляпнул, потому что уже по ушам эти ездят, роддом, как он, Чечня, да, там, компания, вот эта, чеченская компания, уже тебе по ушам, когда едут, ты вольно-невольно сам начинаешь это выговаривать. Ну, короче, не в этом суть. Имеется в виду, что вот там, когда вот эту больницу, им пришлось оборону в ней держать, да, и Шамиль там как раз-таки и объявил всем, кто с ним был, да, там,
И кто-то был, короче, кто, ну, скажем так, мог и что-то непристойное совершить. Поэтому он четко сразу же предупредил, да, если кто-то хоть до одной женщины дотронется, что он сам вот такого любого расстреляет. Понятно, да, там, осуждаю, там, не поддерживаю, это сейчас никакие не призывы, мы просто здесь разъясняем. То есть это его заявление, которое полностью противоречит Корану и Сунне. То есть если мы берем ислам, и если мы берем суру 4 аят 24, то Шамиль вообще делает кафирские заявления. Вот Аллах это разрешил, а Шамиль Басаев взял и запретил. Плюс еще сказал, что под расход пустит того, кто вот такое что-то даже вздумает сделать. И это когда человек, им двигали вот такие ценности. Но потом, когда потихоньку началась вот эта религиозная тема, там он уже начинает съезжать. Вот этот Дагестан туда полез. Хотя понятно, что там тоже никого не насиловали. То есть до этого мы не доехали. До этого не докатилось. Не скатились. Хотя, если там полностью он бы следовал всем этим предписаниям, естественно, ему нужно было бы туда скатиться. Короче, вот такая тема. Поэтому вот это то, что накидывают здесь, там, мусульмане, история, не история, ислам, не ислам. Какой ислам, когда вы вот до прихода ваххабида все, что делали до этого чеченцы, это вообще не считали мусульманским. Вот ваххабисты, которые полностью как пришли, которые в середине 90-х с вот этой литературой, с вот этими хатабистами всякими русскоязычными. Вот эти ваххабисты все чеченское доселе то, что практиковали религиозное, это считали мушрикством. Не от себя, а вот именно от этих учений религиозных. Мушрикизмом считали, ну, имеется в виду Многобожество. Да, да. И с которыми нам нужно точно так же бороться. Я сам эти книги тоже, я книгу читал, Таухид книга, где аяты приводились, да, где ты, если ты будешь следовать то, что там предписано, тебе нужно со своих близких вообще там начинать. Вот такая тема, просто вот это религиозное дело, которое пришло, оно вообще нас, чеченцев, не считало никакими мусульманами. А тут нам какие-то люди пытаются по ушам проехать. У нас же история мусульманская, там туда-сюда. Все ясно. Тогда правильно говорить, до этого характер был народно-освободительный, а после стал религиозный. Абсолютно. Не просто стал религиозным, а стал сам как бы агрессором. Вот то, что в Дагестане, ну понятно, что Дагестан это такая тема была, где дагестанцы вот эти всякие Багаудиновые, всякие, кто там, Хачулаевы, вот эти вот все мези, которые потом разбежались, мезисон, как вши, они как раз таки туда затянули там и Шамиля, и всех, что они хотят шарикат, что им нужно исламское государство там установить. А потом это все оказалось, что чеченцы на Дагестан напали. Которые вообще не при делах. Хотя бы если бы сказали, ваххабисты на Дагестан напали. Хотя там не нападал никто. Нападали наоборот на вот эту власть, которая там российская, потому что дагестанцы как бы хотели там исламское государство и шариат. Получилось так, что чеченцы туда нападают. Чеченцы, вообще чеченский народ полностью это дело осудил. 100%. То есть 100% чеченцы полностью осудили то, что вот в Дагестан эти люди пошли.
и проклинали их, и все что угодно. И после этого, кстати, и поэтому не поддерживали там бои каких-то этих вооруженных сопротивлений там, и так далее. Из-за этого ваххабита. Вообще, как я понимаю, вот это вторжение, так скажем, в Дагестан, оно и дало зеленый свет, да, как бы уже федералам, так скажем. Оно дало оправдание. Это половинчато, потому что полный зеленый свет дало уже стерео вот этих прогремевших по всей России. Оно тоже не так сработало, да? То есть это просто связать надо было. Вот Дагестан и параллельно вот эти вот произошедшие серии взрывов. Сначала рядом в Буйнакске, там же, потом 2 в Москве, потом в Волгодонске и туда подальше уже Рязань. Но в Рязани, к счастью, не сработал этот механизм, потому что там бы тоже погибли безвинные люди. Механизм не сработал, и это оказалось учением. Все ясно. Никакие там действия Шамиля тоже оправдать ни у кого не получится. Вот. Тоже оправдать ни у кого не получится. Вот. Именно то, что он все-таки сделал преступно, скажем так, да. Но то, что Шамиль был героем, абсолютным героем Первой русско-чеченской войны, народным героем, любимцем, это 100%. Вот именно из-за этого, то, что он в Дагестан залез, все, он полностью упал. Как бы в глазах народа, в глазах общества. Хотя он изначально против ваххабида был. Если кто не видел там, где он объясняет это, он негативно высказывался. Сам он даже говорит, что никакой ваххабит здесь не воевал. Воевали именно те, кто там обычно традиционных каких-то взглядах придерживаются, именно там чеченцы, стоящие на национальных устоях. А потом, вот, к сожалению, и этому подвержен был каждый. То есть, когда сейчас даже говорят, что там Джахар Дудаев, Джахара убили, а потом уже этот ваххабит притащили, что Джахар не это, не то. Нет, я бы так не сказал. Джахар тоже не был застрахован. То есть не исключено, что он тоже мог бы, как и Масхадов, там, в той или иной степени поддержать вот этот ваххабит. Ну или, скажем так, его посчитать его как какой-то союзнической силой. Потому что это очень хитрая идеология. И к нам это очень хитро, потому что там то же самое, тот же самый Аллах, тот же самый, там, я не знаю, то, что вот чеченцы до этого практиковали, там какие-то такие ценности мусульманские, оно все-таки не позволяло полностью вот этому как вражески вот так подойти, да? И, короче, там не исключено, что любой, даже вот кто открыто против этого выступал, Хултыгов, Лечо, одним из ярых противников этого ваххабида был, все равно даже он впоследствии, потому что Шамиль тоже был против него, да?
и мы можем вот так вот провести параллель, что короче, там нужно было, вот как сегодня мы осознаем, да, и человек готов полностью послать кого угодно. Вот нужно было настолько быть информированным в этом деле. В противном случае каждый был подвержен. И просто вот эта игра, да, когда вот эти ваххабиды там, кому-то вставать нельзя, на намазе руки нужно поднимать, там пятое, десятое, вот эти какие-то вещи. И человек, который доселе не придерживается этого, там, он какие-то существующие там мусульманские нормы чтит, он потихоньку начинает увязываться, понимаете? Просто это такая игра, в которую ты играешь невольно. Вот ты туда, тебя затягивают в эту игру. Тебе говорят, там где-то надо руки поднимать на намазе. И ты начинаешь противодействовать этому. Нет, там не поднимают, это какое-то новое, мы до этого не поднимали. И начинаешь на своем радикализироваться. То есть на том, что у тебя как бы до этого, вот ты даже намаз где-то не делаешь, и чтобы войти в спор, да, с вот этой вот вражеской идеологией, ну или такой полувражеской, ты пытаешься выглядеть более лучшим мусульманином. Вот ваш какой-то ваххабид, это вообще неправильно. И тебе сразу встречный вопрос возникает. А ты вообще молишься там? Как это так? Ты даже не молишься. И тебя начинают устыжать как-то. И тебе, чтобы потом... Это вербовка происходит. Ну Процесс да, вербовки. понятно, да, как это хитро вот так вот. Вот примерно что-то такое это происходило там. То есть ты вольно-невольно увязываешься в эту игру, чтобы выглядеть лучше. Вот моя сторона правильная. Потом начинаешь туда влезать дальше. Потом во все эти хадисы. Потом уже других туда тянешь. да, понимаешь, что этим хадисам и аятам им ты потом должен придерживаться, но пытаешься как-то все-таки ваххабитам оппонировать с помощью других каких-то хадисов, и ты вот так вот увязываешься в это. И по-хитрому тебя всех вот так затаскивают туда. И даже вот сегодня, которые там якобы традиционный ислам в Чеченской Республике, они полностью уже в этот ваххабит затянуты. То есть это тот же самый ваххабит. То, что там сейчас делают зикры или там маулиды какие-то, это там какие-то 3-4 действия, которые не ваххабитские. Во всем остальном вот эти бороды ношения, вот эти хиджабы ношения, это вообще считалось ваххабитским. То есть это вообще изначально не было приемлемо. Кто носит вот эти вот всякие бороды, там, поднимает руки на намазах, это 100% ваххабит был. А теперь что произошло? Это все полностью практикуется там, за исключением вот этих там каких-то по мелочи новшеств, которые абсолютно никакую роль не играют, если ты тем же самым ваххабитом стал во всем остальном. Вот так вот. Короче, я тут всех загрузил, давайте передаю микрофон.
Могу сказать, что я вот сижу здесь и листаю, бывает вот эфиры, и попадаю на русскоязычных мусульман. Я считаю, что это отчасти бизнес чисто. Делают на вот этих вот... Не все, конечно, я имею в виду европеоиды, вот именно такие, где это не является этнической религией, так скажем. У меня складывается такое впечатление, что это люди, вот там смотришь, листаешь у них профиль ТикТока назад. То есть они пробовали одним заниматься, другим заниматься, типа не прет. Потом вот они нашли свою аудиторию, так скажем, и вот начинают на этих чувствах играть. Такое у меня впечатление сложилось о некоторых стримерах, вот исламских, так скажем. Вот. То есть даже из их поведения видно, вот вендетта заходит к некоторым, вот прям это мусульмане реальные. То есть разбираются в вопросах, ведут себя тактично. А другие вот, скажем так, лица, которые вообще как бы просто шоу делают и вот донаты рубят. Такое у меня впечатление сложилось. То есть просто, получается, эксплуатируют религию, идеологию в своих личных корыстных целях. Вообще вот для себя я вот ничего против ислама не имею, там, можно так сказать. Обычно они что-то имеют. Даже вот посмотреть у них статусы, да, вот опять же в профиль заходишь, там мы воины на пути, там и все такое прочее, оружие нарисовано. И сверху вот арабская вязь, там, видимо, это переводы, да, цитаты какие-то. И там приводятся источники. Конечно, я не могу представить в данный момент, возможно, такое есть, но я не могу представить, что я захожу в профиль к христианину, и у него там, я считаю, может, такое было в древние века, там, да, какое-то боевое христианство, но в данный момент, вот. Даже вот я общаюсь с христианами, да, там, в жизни, в реальной, ну вот, так скажем, за столом разговора, вот там вооруженные силы Российской Федерации, так скажем, они же построили храм вот вооруженных сил. Но это просто там люди говорят, ну типа это ни в какие рамки не лезет, это неправильно и так далее и тому подобное. Ну и типа вы же понимаете, для чего это. Ну а в открытую не говорят, конечно, за столом, но примерно вот такие разговоры идут. Вот. То есть в христианстве это все на подсознательном уровне это осуждается, да, потому что есть четкие 10 заповедей, где одна из заповедей «не убей». И вот если кто, возможно, не знает, что когда Рим принял христианство, это же было первое государство, которое перестало вот с этой сектой бороться и под крыло ее, да, то, что нельзя победить, надо возглавить, как бы. Но там возникла проблема. Христиане, они не захотели боевых действий, то есть Рим это империя была, но христиане, они не захотели участвовать в боевых действиях. Это была целая проблема духовенства. Вот.
То есть заставить простых людей как-то вот в армии служить там и тому подобное. Да, чтобы не обидеть вот православных тоже или христиан, там хочу сказать, я не имею в виду, что сейчас это, конечно, не секта, но во времена Рима христианство было запрещено и гонимое. Вот. Это история. Так, где все? Это Törde layanmıştı. Hacım biraz keçi geri diğer efir. Вообще вот почему вот для меня вот вопрос сразу возникает, как вот народы вот эти вот, я, например, в Казахстане тоже, я разговаривал с казахами в реальной жизни, со взрослыми мужчинами, конечно, которые как бы, если с молодежью я начну говорить, я понимаю, что там, ну, мне может и прилететь, да, там, вот. Но со взрослыми, со зрелыми мужиками, да, повидавшими жизнь, я уже общался насчет этого, что я говорю, вот представьте, в Казахстане сделать место, да, такое, типа, сделайте свое место и поклоняйтесь там, типа, совершайте хадж, типа, вот, культура такая, да. То есть для меня вот вопрос, человек едет куда-то там, не свою культуру, да, и что-то там выбрал место, сделал святым не свое, как бы, вот для меня вопрос такой. У меня это в голове не складывается, как бы, 2 плюс. И мало того, что он готов за него, там, за это место, там, что-то воевать и тому подобное, осуждаю, плюс 32. Как бы местные, неизвестно, они будут, да, там какие-то действия предпринимать вообще. А ты там, типа, не за свое что-то топишь. Вот. Это у меня вот вызывает странно, мне вот непонятно. Вот. Вопросы возникают такие. Ну вот мне они говорили, ну уже типа ничего не сделаешь, ты ничего не изменишь, такое невозможно. То есть люди не верят, что можно. Вот Мухаммад, он поверил, и он замутил вот это все дело. То есть это национальная религия арабов, так-то по сути. Которая стала мировой постепенно. Ну, такое же я говорил и чеченцам говорю. Лучше бы выбрали бы своего из своей нации, будь то Джохар Дудаев, да вот Кадыров. Зато свой родной был бы. Какой бы вот плохой не был, да? Вот, например, здесь Ибрагим знает, что, ну, я не отношусь к Джохару Аршу. Но если бы народ сказал бы, что это наш национальный пророк там, и место поклонения у нас, и у нас там наш бог Дела, с удовольствием принял бы Джохара за своего пророка. Какой бы, если бы он действительно сказал бы, все, отныне у нас национальная религия, я посланник от Дела, и у нас есть великое место Кыбла какое-то выбранное там в Чечне, да, где-то в горах там. Вот. С удовольствием, я думаю, я ему вот салават и так и не прекращал бы читать, если бы это самое, его бы объявили там пророком. Я говорю, даже вот того Кадырова, да, вот зачем выбирать плохого человека из другой нации, который насилует и так далее, там, да, там, вот. Примерно возьмем Джохар, да, как бы я ему, ну, негативно не относился, но женщин не насиловал, кстати. Да, были у него свои взгляды, мировоззрения, но все равно он намного лучше, да. Вот.
Вот что я хотел сказать. Если бы чеченцы сделали бы выбор, сказать, да ну нафиг, мы лучше выберем там своего и из него сделаем пророка, короче говоря, или хотя бы Бога, да, там, в конце-то концов возьмем там, да, это было бы лучше, чем выбирать там какого-то аджами, скажем так же, как они это говорят, да. Я был бы только рад. Но самое противное то, что, знаешь, Ибрahim, когда вот появляются вот чуваки, которые заявляют там, мол, это самое, если вы это самое выберете демократию, то какой-то ЛГБТ придет. Эти люди, которые, кстати, заявляют вот это, они фактически оскорбляют нацию. Я этот Apple юзер, который внизу написал, сейчас я ничего не цакиетер. Хочу халуална Apple. Хайн ничего не дует дагоетон просто. Бехму была крик свистала. Я что хочу сказать, Ибрahim? Просто представь себе, они оскорбляют фактически народ. Они хотят сказать, что этот народ настолько нестабильный, если к ним придет демократия, то они все готовы стать педиками. Они вот так преподносят, вот эти, которые сюда залетают, кричат там, вы там кафиры неверующие, там демократия, таут, там этот куфар, все такое. И я не знаю, вот ни один из чеченцев, вот, ни один не появился мужчина, который бы вот встал и сказал, ты что хочешь сказать, я стану завтра педиком, что ли? Если я стану там, если там демократия придет или еще что-то. Ни один, никто этого не сказал. Все молчат тряпочку. Да, выходит так. Форст говорил, что едут в Чечню, в Европу чеченцы, и там нормально живут, не становится же как бы это, и правила дорожные соблюдают. Кто-то говорил здесь. Не, если поверить вот этим товарищам из дома, которые сидят в этом, это самое, из ЧГТК грязным, как говорится, называли ее, как кто-то говорил, что это ЧГТ. Ну, кто бы это ни сказал, правильно сказал. Действительно, ЧГТРК грязный. И если послушать вот этих чуваков, они хотят сказать, что те чеченцы, которые тут живут в Европе, то они тоже сторонники этого ЛДПР. Понимаешь? Они фактически... Apple зашел к нам. Apple. Хазин, Машо. Да, Машо. Ассаламу алейкум. И чё хажи нерка тига? Ва алейкум. И чё хажи нерка? Ибрahim, Krigsround, za minut 10 sober, da dit prutu bejdenin erwaq qanuna. Çoğalar lola. Çegeterka huma alçamago çoğa. Ha, çegeterka huma alçamago. Huba. Apple, bu salvui. O. Хугла, хуна блок хватин. О. Проверки, магардери. Мо проверка вола. Лаймас бисмил дияшхайо. Да. Ладно, хочу отсаду еще. Есть غاز هنا. جزء غاز هنا. Эдик, нормально уже. Ибрahim, jazz hayat jazz mu jazz. جاز شو سايا جاز. Kafirski degdo. شو له جاز. Şiçeler qabuldu ya. مو Şiçet iz yerler qabulda şuyu. Bismillah. ايوه حينزل ما ينقذ لها هم مداتسقي Yani asam qabuldu ha proverki ya şu son bu sabuat.
просто حين حاجة انتخلت هولر وغيرش. Ну, Ялин, хуй твой, шиш дырады. Кормление грудью, пол балдуя. Allah, Panel dinnak hayram dia šuats проверки aš mūs, Allah. Paimurs Allah hu hayram dinnak hayram dia šuats. Son zalega. Pidam be. Allah paimur Panel dinnak Ana bu son zalega. Hay şiç şu haşiç haçur iş yerler mu buta. Изходу. Кормление грудью моду зарплаты. Эруэлла ма эллэш. Эстунде маба шашен хотя бы шашен махежди вот чё. Иш та вамуат чё, цун соответствуешь. Я просто чё хажда гаярчи ишт маватис, просто хузуэлэ эн хунадем бусул мел вот чон туда сюда чё хажуш и хали елдина ца сендулхум гина дацел елин дац тем более чё хаждар уже обусул птахвер белгу как бы ваш того шарманду 70 шаран ген вахшу елсманан био баглиен ца био дош ялагуй та уже ты как бы сходу чё хажуш ою бусул вот чун ба потом. Короче, что ты чего ли док аудо думаешь езжу. Все равно соответствует дыр мада. Возможно, не надо ничего делать, то есть надо просто ученых там привлечь, как бы потратить бюджет на раскопки, там, на археологические всякие изыскания, чтобы понять, во что вот до ислама, как бы собрать воедино культуру чеченскую, и вот понять, во что до ислама же все равно люди во что-то верили, вот найти источники, первоисточники, вот возможно где-то в соседних народах поискать там что-то, какие-то данные, да, кому там поклонялся тот или иной народ, вот. И так выйти вот на культурный след, так скажем. И, возможно, даже ничего не надо придумывать там. И тем более это как бы легитимизирует вот религию, культуру, то есть, что она не придуманная какая-то, что это реально вот так делали наши предки когда-то. Например, вот. Просто наши предки, как я вот ранее говорил, к сожалению, наломали дров из-за вот этого, короче, внедрения в нашу среду таких из-за подмены ценностей, скажем так. Вот все-таки как-то параллельно, да, в отличие от нас, они, наши предки, вот именно если о чеченцах говорить, они намного, скажем так, умнее поступили, да? Потому что вот с 90-х годов то, что вот мы уже сделали, это вообще полный, короче, бардак. Но тем не менее, как бы оттуда это началось, и там надо было изначально вот эти ценности, их не отпускать. Не то, что не отпускать, а их хотя бы параллельно, вот эти ценности, их, да, параллельно много чего сохранили, но вот если бы больше еще удалось бы сохранить. Многое потеряли. Как вы говорили, там это наш герой, получается. У нас были свои боги Дейла, Гейла, Сейла, пантеон богов. То, что Валей, это еще недалеко ушло.
Ну, возрождать надо, конечно. Даже богиня воды была, мать воды, Хиннан. Хиннан تعمل Богиня ветра, ну, там разные боги были. Харчам тюахч. У кого из слушателей, у присутствующих есть в культуре, когда человек... Да, маршал, я закончу. У кого из присутствующих здесь там других национальностей, там верований, просто маякните в комментарии или где-то. Есть такое, когда человек чихает, вот чихнул человек, и его вот так вот за одежду взять и дернуть вот так вот, как бы, ну, дернуть и отпустить, скажем так. Вот такой жест кто-то вообще применял? Маша, душу. Вот, жало мнение сонды. Не обалдеть. Вот Ладно. это все. Ну, диктор Allah луш адьязар, с уважением, ну, вером, с уважением. Фаздистого, что шамы от яхкаю, что придется дать интервалlar диахар дорос. Перец. أسدويت سكريت مقيت شخيت ماشو حرشم توقتش تحوز وقوي تحوز ويش ورقوي هنسلت روح بيت هاي Да, с одежды. Да, там было ли. Да, я там был в Шеркис. Это вот там в комментарии написали. В комментарии написали, что Аллах любит чихание. Это реально где-то написано такое? Да. Типа пророк чихал по 3 раза подряд. И это как бы там нравится там Аллаху туда-сюда, поэтому во время чихания там произносят Альхамдулиллях. И зевать это наоборот, как бы шайтанское. Dog sots olša. Если у человека аллергия, что, постоянно быть альхамдулля без остановки? Ужас. Да, это тоже. Короче, можешь в день дофига наговорить. Получается, самый любимец Всевышнего, у которого аллергия, которого надо лечить. Ну, там кто-то говорил, что вот такое вот чихание, да, или чих, который связан с этим, со здоровьем, там, ну, это как бы не в счет. Не знаю. Вообще, по идее, любой чих – это же реакция организма на раздражитель, то есть на бактерии. Да. Короче, реакция организма вышвырнуть из себя какой-то инородный элемент какой-то. Иноверие. Ну вот это подергивание вот так у нас присутствовало постоянно до прихода ваххабида. Стабильно. Выставил. Дин дать, единственное, мне кажется, идея юг дать. Нохчаллады дин санвайтелят, зикр вайдолшду, цуюк и атрибутик, лишний да якын, вейхам югдак. Зикр дачхана дать. Ақтуна дин хыдды, зикр вайдолшду, цуюк и цасам жадах чайдать, вейхам مغار لا ديجدر دا ديخشان دوي سيرونو هو اديت رادون وي مشركش زنديق الشهر بالي تشوير وي خدولات мне صديق раз пошел такой там лас олстук реш последний огурец улица сунуды адул дел черды Аллах что дадун ден дер элчунде
Тюанды, надо якын, вы зикрды, он полностью, вы нохчолды, да? Цунты дерзин, именно на нохчолды. Поехали, и все. Уже да, она Ингушетия, я знаю, а то бедом, зикрды, чтоб. لا إله إلا الله ديزيتش مارش هو الحاجة هو شقيتها уже لا إله إلا الله да концерт значит настроение уже пошло да как надо сунаден только так и видите иш да пришел жду звоню и да социум резу так ну салх мало да в 75 году первый раз аслам злочхана أسنية تبرز عيرلام شركة ديال دال الله أكبر والستر تاخن ده أنا سوق يوهب يزيق يالش عن الله ألديس إذن يستات أس ده أنا أس هنز باسو هنا يلر أسوزنن هنت أسوزنن أس دال ديال ده الله أكبر وال الله ده الله تسول это осознанно даться. Сон дело, воин тетяч, он да и в любом случае воин тетяч, он запомнит да дезу и ночи да и диктатчу воин тетяч, он воин ваш хаис, он да и из воин пайда душун, пайда хилла душун да и им хадиз воин ден да он ночолла да ден да он алдат воин дакайку дез да он дат دقيقة شو ده توبة كده مقلع أسطوبة نادونا بيقضون ده داق ده كونكريت ده ولا نيس ده خيط هناك إيمن ده حاجة ده هنا تو حاجة صدولين دكنك بخزنك بو سندي الحياة مو بيوي ذات خيطة سندي لا اشتوبة إلش أول لو بس تمنسك كشلوك سوى حربال سجبور بقشك وقبل حاجة بوش ده هم مش ديتين سنسوهنا يقدرش إيش تطوبة الله نورمال они сюда خيسو нахчол все равно в любом случае нахчол да она вы дети шел ждать массу мы детей дуй социум резу так цахама да в любом случае вы быстро нарастающий так что вы все равно миллион 6 миллион 3 миллион вы гул вы держишь моды вы и все равно в нефть иду и кыц иду он это целяч до да цуя нач халхвой да иш дешхилла да ты вок ведвок ты лот шилла нач вين с одной стороны вين выгод хилла иду он так that's выгод хил that's хамш that's дух хамш шо ведвок шо в любом случае так если дух ил шо элды если он убежал не хотел рабом стать значит не хотел рабом стать, значит, у него Telefon чужим de lan de. تردو من ديت وتر كول دري وتر خول دري إديتي ديشي جنش أرداها تيك توك شور صدق يا ربي إن الكرسن الله يبوش انس صفدشنا يقدر قندشون زج وضعدشون последний день чул да тахти уш умдус يا ربي إن الكرسن الله в любом случае да специально Sarjes. انت بالمؤسسة لك مو جرى اس بيشنا هو ارشبه قيسر اتودا Ita noche doado tet erti atkatwe. Fizически doado يبقى
Арабы мастер дегдалаш, да, что какие далаш могут быть. Смесь, смесь с этим вообще тут не пойдет. وين ديش ضاع آيات هنا وين أنتي تيرو ده مولاتو هيزدد وين ضاع يزدد ديزا آيات يزدد وين دوي فبروبلمات Michel share coisa. Мишари Рашид Витя, от Оран Дешело, певец. Витя Вешу. Сон Ласадош, Милер. Абу Бакр Шатри Зарёнов. Ох, само езди наши пел был, да, приход туш. So, ich hätte Sound der nicht von MRX, was? Школа, ertha, пение, это, короче, ступеньки, сам ich сиденье, шваху, да? Nu hat stier, lagt halve شو خسخل اشتغل يا شو ليستوش ده تيبا تسرقري يوخشتا учителю пианин лохшиш тиш лохшо гот халавати иш лохшо и цау учитель лама ирна ластой сутир чуоич от ступенчтир ich аудиолерт оволиш هو طول короче буха болчан ты ол цау хислуш مستير واحد يحكي هو خلة تقية شو تيتل تا هاري صوت لاستير وتير تامو واو يعني se mel spartio ne olšiš quasvel короче شو لاستوش на quasvel кучте да хуй ты со сам бу его дальше се еще лучше Дед Мороз прославлять ваш иш лохшара, Пушкин сел твои лохшара, еврея. Дела разные, кулак сун уже декца, по-моему, елочка, короче, разные, ярко, О, прикольно, я урок. Именно, что улиц. Музыкальный урок есть. Ере. Лапти да лапти мои боши для кияца, еврея. Дела, ну, це совково, ешеш. Шуєрте, разниця. Мультфильм, що ешеш, люхер. Короче, первый, второй, третий класс, короче, и ханук. Пусть мама услышит, пусть мама придет, может, на 8 марта для кияца.
Bre. Hayzun, hayzun. Telefon tüyakti ama yollar şey devlet hem bok kurtma bu. Yaxkan magardum. Da diye çünkü yaka so no ya çerno internet da ileri diye şu dol sağlıklı. Sorun kadar bu telefon telefon şey aç. Miç dual. Telefon просто telefon tüyakti da iyilik. Soğul çek, da dual hıvaya, miç dual. Da bu aşağı yatın sen aşağı almanı tim guduk. O kadar просто elçva bol çek bunu ne glaturю. Так, давай, Сайник, халатёс. Даю No, rent ir dol, un nisam salar. Taču er yak şu prost. En telefons dators yoru proces. Иване тёла, у каждого. Ek što del resil ma sena ošal dakle ne el šī iedod öl. Ibrahim olš tādu iedod. Žiž galā kolš. Adi köl marš almasu. Поэтому Всевышний вручил еврейскому народу Тору. И если уже он ее нам доверил, то наши мудрецы знают, как справляться с этой Торой и с этим законом.